Это первый же плюс бега, режим. Вот люди думают, что бегать, заниматься спортом — это дорого, это тренажерный зал, это надо абонемент сразу за 1 миллион тенге купить. Вы можете бегать в чем угодно. Процентное содержание жира очень сильно изменилось в лучшую сторону. Ваше здоровье, оно только получает плюсы от того, что вы занимаетесь спортом. Здравствуйте, меня зовут Улкай Нурушева. Мне 41 год, я занимаюсь легкой атлетикой, и последние 6 лет я посвятила себя бегу. Я также совмещаю свою спортивную карьеру с полноценной работой в компании Microsoft, являюсь мамой 2 детей и спортивным блогером. Бегать я начала в 35 лет. Все началось с очень банальной причины. Я хотела похудеть после 2 декретов. Но пробежки так затянулись, что вот я уже готовлюсь к чемпионату мира. На самом деле я никогда не знала, что буду заниматься бегом. Я очень хорошо помню, как мы спорили с коллегами на кухне о том, что я не смогу пробежать 10 километров. Они готовились как раз к забегу, они готовились к марафону. В Алматы проходили тогда Алматы-марафон, проводил забеги. Вот из-за банального спора я вышла на этот забег, за месяц подготовилась и пробежала. Ну и на финише такая эйфория случилась, что вот там же, прямо на финише, я зарегистрировалась на следующий забег. И через 3 месяца я уже оказалась в беговой команде, а через год я уже стояла на тумбе среди победителей. Вот люди думают, что бегать, заниматься спортом — это дорого, это тренажерный зал, это надо абонемент сразу за 1 миллион тенге купить, пойти и так далее. На самом деле вы можете бегать в чем угодно. Для первой пробежки можно найти любую спортивную одежду дома. Это может быть майка, шорты, футболка, трико. Ну уж такая одежда, наверное, есть у каждого человека. Главное, чтобы были подходящие кроссовки. Но, скорее всего, они есть. С учетом того, что мы все сейчас больше поддерживаем такой спорт-casual стайл, то, скорее всего, у большинства людей они есть. Первые 3 месяца я тренировалась сама. Я просто посмотрела в интернете, какие есть типы пробежек, что нужно делать для того, чтобы правильно бегать, и и бегала на свое усмотрение. Но, естественно, никакого прогресса не было. Со следующим забегом я поняла, что в принципе можно и без остановок бегать, но нужно готовиться. И через месяц я уже попала к тренеру. На самом деле у меня генетика от природы очень хорошая. То есть после 2 декретов у меня вес в принципе был такой же, как и сейчас. То есть 56-58 килограмм — это мой стандартный стабильный вес. Но качество тела за эти 6 лет очень сильно изменилось. То есть если на тот момент после 2 декретов я была в состоянии тела, которое называется slim fat, то есть вроде бы выглядишь худым, а по факту качество тела, то есть жировая масса тела, она очень высокая. На тот момент это было в районе 26%. То есть сейчас мы говорим о 6 килограммах. Процентное содержание жира очень сильно изменилось в лучшую сторону. Жир поменялся на мышцы. И эта метаморфоза, она произошла с изменением образа жизни. Это не процесс именно спортивных тренировок. Это процесс изменения образа жизни с точки зрения питания, восстановления, ухода за собой, спорта и прочего. На первый забег я вышла практически не в беговых кроссовках. То есть это были кроссовки для спортзала. Я не знала слова амортизация кроссовок. Я не знала, что такое, например, компрессионное белье и так далее. То есть очень много всего из экипировки. Я понятия не имела, что вообще для бега есть специальная экипировка. В вопросе дороговизны кроссовок нужно, наверное, задать вопрос, а что такое дорого? Что такое дорого? Дорого — это лечиться после травмы или лечить колени, лечить мениски и прочее, то есть ходить с артрозом по врачам, делать кучу физиопроцедур, или же один раз инвестировать в хорошую обувь. Если вы приняли решение заниматься спортом, а именно, например, бегом, то я бы в первую очередь рекомендовала вам сделать самый минимальный чекап. То есть это ЭКГ и это анализ крови. Собственно, зачем это нужно? Для того, чтобы вы себе не навредили. Но ЭКГ — это проверка сердца. Вам нужно понять, насколько вам можно сейчас давать нагрузку. То есть это общая проверка организма. И анализ крови, он позволит определить количество минералов,
количество нутриентов в вашем организме, все ли в порядке с вашим организмом на данный момент и можно ли ему давать такую нагрузку. Потому что человек с анемией, конечно, вряд ли будет готов к нагрузкам, особенно беговым, и тем более забегам и так далее. Но это нужно знать уже заранее. Если вы решили заниматься спортом для себя, для здоровья, то иногда достаточно обычных пробежек. То есть вы можете выйти утром, пробежать 6 километров, 30-40 минут, и это будет для вас очень хорошая тренировка. То есть вы получите заряд бодрости на весь день, вы дадите физическую нагрузку, вы будете чувствовать себя очень свежо и хорошо. Делайте это 3-4 раза в неделю, и вы будете абсолютно здоровы. Спорт дает массу положительных эффектов. В первую очередь, это работа сердечно-сосудистой системы. То есть ваше здоровье, оно только получает плюсы от того, что вы занимаетесь спортом. Второе – это бодрость и хорошее настроение. Ничего вам так не поднимет настроение, как занятие спортом. Как только вы позанимались спортом, ваш организм внутри радуется, он вам говорит спасибо. Это положительные эффекты от тренировок. Третье – это эндорфины. Как только вы занимаетесь спортом на уровне забегов, то есть если вы, например, участвуете в спортивных мероприятиях, вы получаете массу положительных эмоций. Это эндорфины. Это то, что вырабатывается именно с физической нагрузкой. В спорте все равны. И это отличная возможность для социального нетворкинга. Сейчас почему очень сильно растет любительский спорт по всему миру? Почему так модны стали марафоны? Марафоны с точки зрения забегов. Почему люди мечтают участвовать в бостонском марафоне или же попасть в Нью-Йорк на марафон или в Токио? Потому что они чувствуют себя причастными к чему-то большому, великому. Для кого-то это lifetime experience. И то, что я в 41 год буду участвовать во втором чемпионате мира по легкой атлетике, но для меня это была какая-то невообразимая цель. Я бы никогда в жизни не подумала, что так изменится моя жизнь. На самом деле это и есть тот самый lifetime experience, который не только тебя лично мотивирует, но и меняет все твое окружение по цепочке. И мир меняется не потому, что ты просто взял, одно утро проснулся и сказал: я поменяю мир, а потому что, наверное, ты начал с себя. Ты поменял чуть-чуть себя, поменялись там плюс 5 человек вокруг тебя, поменялись 500 человек вокруг них, и так меняется мир в лучшую сторону. Все.